Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 11 октября 2022 года, 19:56 по Берлину и 20:56 по Джохару соответственно. Друзья, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и распространяйте ссылку на наш эфир. Так. Скажите, как меня видно, как меня... Есть ли у нас эфир идет или нет? Так. Напоминаю, друзья, этот стрим я выложу у себя на YouTube-канале Reality. Заходите, ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш эфир. Задавайте ваши комментарии. Добрый вечер. Видно все отлично, Саня. Спасибо. И вам доброго вечера. Витаю вас всех. Давайте, пока вы собираетесь, друзья, я вам зачитаю информацию от Генерального штаба Збройных сил о потерях русистов. Сейчас, одну минутку. Алейкум ассалам, соу машуэль. Так, друзья. Так, информация о Збройных сил Украины. Дерес вэль масуэль вайдал алш. Так. Много информации от Збройных сил. Итак, смотрите, на сегодняшнее число, 11 октября, ориентировочно уничтоженных составило 63 110 оккупантов, 240 за прошедшие сутки, танков 2504, 9 за сутки, 5162 боевых бронированных машин, 13 за прошедшие сутки, 1496 артиллерийских систем, 10 за сутки, 353 РСЗО, 0 за сутки, 181 антиаэркрафт, 0 за сутки, 268 самолетов и 235 вертолетов. И один вертолет за прошедшие сутки сбит. БПЛА оперативно-тактического уровня 1114, 17 за сутки сбито. Крылатых ракет сбито 46, 295 итого их. 15 кораблей-катеров, 0 за сутки, 3916 автомобильной техники и цистерн, 8 за сутки и 136 специальной техники. Это на 11 октября, с 24 февраля, друзья. Как мы видим, сбито 46 ракет, и русские выстрелили там около 100 ракет, и половина из них были сбиты. Это при том, что пока Украине не дается достаточного оружия, чтобы она могла защищать свое небо. Пока самолеты не поступили, хотя все будет поступать, и в этом направлении уже ведется огромная работа, огромнейшая. Добрый вечер, Аслан. Вас приветствует Одесса. Витаю вас, Одесса. Слава Украине. Доброго вам вечера. Мухаммад Борз, 95. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Мухаммад Борз. Почему ты поставил номер 95 у себя в нике? Что это значит? Ты согласен с тем, что тебя оккупировала фашистская Россия и принял их номер, который они тебе дали? Почему? Или ты этого не знал просто? Так, Крымчак поделился трансляцией. Делитесь трансляцией, друзья. Пускай люди побольше узнают о нас, о том, о чем мы говорим. Наш канал запрещен, YouTube мой канал запрещен на фашистской России. Также всячески нам пытаются препятствовать работе нашего канала здесь в ТикТок. Поэтому подписывайтесь на мои другие каналы, на мой другой, ссылку вы найдете здесь. Заходите, подписывайтесь, друзья. Давайте перейдем к вашим комментариям. Есть чем гордиться. Так, Саня, кем выпущена ракет выпущена на сумму $300 миллионов? Ну, это последние
попытки что-то предпринять, показать свою какую-то силу и мощь, которая у фашистской России с каждым днем становится все меньше и меньше. Расскажите о геноциде уйгуров. Юзер, я сегодня не буду опять рассказывать про геноцид уйгуров. Это отдельная тема, которому нужно посвящать. И я ею не настолько владею, как, например, уйгуры. У меня на канале есть видео, в YouTube канале есть видео, где я общаюсь с представителями тут в Германии уйгурского сообщества. Вы можете написать им, и они более подробно, более четко вам расскажут о ситуации с уйгурами, о геноциде уйгуров в Китае. Так, вашахо Индия хили Индиам цагил собадик дич. Girl. Унбара, girl. Почему у них нет своего оружия? Вот нам зашел Саид 95. Почему вы ставите 95? Саид, Хамиль Вархус, Мухаммад Борз. Почему вы ставите 95? Вы согласны? Вот Шанель 95, тоже с 95-м регионом. Да, но я это уже не могу считать, что вы просто это делаете, потому что не знаете. Вот несколько человек зайти на мой канал во время моего стрима, значит, товарищи ждут, им интересно зайти, посмотреть, и у всех 95. Это наводит на определенные размышления, друзья. Так, Васа, добрый вечер, добрый Васа. Так, сказочник Третьяк к нам зашел. Спасибо вам за справедливый обзор. Дуже дякую, Берн, и вам. Салам алейкум, ва алейкум ассалам. Салам алейкум, Асланака. Кримчак, ва алейкум ассалам. Ассалам алейкум, брат Асан, ва алейкум салам. Добрый вечер, вечер добрый. Всех приветствую, друзья. Скажется о чеченской геноциде. Скажется о чеченской геноциде. Я не понял, если честно. Чеченская область, 20-й регион. Нету никакой Чеченской области. Есть Чеченская республика Ичкерия. 20-й регион, это тоже русские нам дали этот номер. Нету никакого номера у Чеченской республики Ичкерия. Мы есть временно оккупированная, затем аннексированная, если признавать этот референдум, который они провели, Чеченская республика Ичкерия. Поэтому ни 20 номер, ни 95 номер, которые русские раздают внутри своей тюрьмы народов, ГУЛАГа народов, своим там субъектам, своим территориальным каким-то делением, к нам это не имеет никакого отношения. Мы не должны это принимать на себя. Хилитиш аль-хахнира сваша. Индийский кино шасхи чуматсуна. Юй. Цагирсо иша цагир. Кадира мухти хиллахун индиахти дюжени юка. Кадира вацарис саламижи вари индиахиллаг. Уважение и респект за мудрость. Спасибо, Лилия, спасибо. Добрый вечер. Как думаете, когда конец войне в Украине? Я не знаю, Надка, если честно, когда конец войне в Украине, но я очень полагаю, надеюсь, рассчитываю, что к следующему году Крым и вся территория Украины, граница 91 года будет полностью восстановлена. Я почему-то в это верю. Моя думка, что Россия... Так, сейчас по очереди. А почему вы за границей живете, уважаемые? Ну, так получилось. Русские террористы убили 300 тысяч наших граждан и оккупировали нашу страну. Установили там марионеточный режим, который убивает массово людей. И чеченцы, не только я один, 300 тысяч, треть от нашего народа живет. Сейчас уже, правда, с этой насильственной мобилизации сейчас больше людей стало сюда приезжать. Вот вынуждены здесь пока находиться тут. Конечно же, с удовольствием мы вернемся, и военные политические силы фашистской России, а также их приспешников, мы обязательно привлечем к уголовной ответственности. Обязательно, Саня. Моя думка, что Россия сама взрывала міст, чтобы поднять из ставки, так як перед Второй Чеченской НИБе, то чеченцы. Игорь, я с вами согласен, я тоже придерживаюсь этой же версии.
Только я вас попрошу не называть чеченской войну против чеченцев чеченской. Это не чеченская война. Если вам хоть так хочется коротко это обозначить, назовите ее античеченской. Но никак не чеченской. Чеченская это обозначает, что мы вели гражданскую войну. Именно тот нарратив, который русские нам усердно навязывают. Кстати говоря, они вам тоже его навязывали. Это русско-чеченская война или чеченская национально-освободительная война или античеченская война. Ну, никак не чеченская. Заранее благодарю, что вы меня поняли. Аслан, куда делись те 1000 воинов-кадыровцев, чем грозился Кадыр? Ну, знаете, эти 1000 кадыровцев, они ничего, никакой погоды сделать не могут. Если украинская армия разбила в пух и прах 200-тысячную, я думаю, их было больше, потому что каждый раз они мобилизовали из ДНР, ЛНР и так далее, украинских кадыровцев, да, то, я думаю, больше было этих оккупантов. И они все уничтожены, выведены из строя, деморализованы и так далее. Поэтому они вынуждены проводить насильную мобилизацию, несмотря на вторую армию в мире там, и все такое и такое. Поэтому никакой роли вот эти абсолютно немотивированные, да, люди, которые едут за 150, за 200 тысяч рублей убивать людей, это ну, ничего, никакой погоды они не делают. Да, слава Ичкерии, Аллаху Акбар. Иншалла, Ичкерия вернет Чечню. Да, Алмула. Ахмад чай, говорит Оксана Глух. Да, хороший чай. Взорвали с будинки мирных. Да, взорвали тогда мирные дома и обвинили в этом нас. Но сейчас, знаете, я только что сейчас с Сергеем с Киевской Руси, канал Киевская Русь, провел стрим. Мы тоже обсуждали этот вопрос. И там я пришел к мнению, что, знаете, Россия идет грязня между военными и ФСБшниками. Эта грязня, она не идет так ровно между военными и между ФСБшниками, так как есть разные кланы, один из них Патрушевский, другой Путинский. И мне кажется, вот этот конфликт разгорелся между двумя вот этими путинскими и патрушевскими кланами, в которые входят в Патрушевский как и военные, и ФСБ, так и к Путину входят и военные, и ФСБ, там и полиция, Росгвардия и так далее. И для того, чтобы скрыть свой вот этот конфликт, который внутри у них существует, и он вытек на публичное, вот, в публичное пространство, после того, как Кадыров с Пригожиным, два банд-главаря, двух банд Вагнера и Кадырова, с наездом на Герасимова, на Главное управление разведки России, и потом резко произошел вот этот взрыв. И очень похоже на то, что русские пытаются сейчас скрыть, а потом начались зачистки, нам говорили, в Москве введены группы и задерживаются военные российские. И есть основания полагать, что взрыв этого моста, который совершен, на мой взгляд, патрушевцами, показать, что вот путинская Росгвардия, там часть ФСБ, которая отвечает за этот мост, не могут справиться с их обвиняют в том, что они не могут справиться с сбройными силами Украины, военные, то есть не могут справиться. Именно в этом их обвинял Путин, Путин через Кадырова и Пригожина. И сейчас, чтобы не выносить ссор из избы, понимая, что вот этот взрыв сделали все-таки они, ГРУшники или патрушевцы, они решили все это свалить на Украину и сказать, что вот смотрите, это украинцы делают, поэтому мы их разбомбили. Но, конечно же, миру они снова показали, что они являются военными преступниками, наносящими удары по гражданской инфраструктуре. Ну и мы теперь знаем, что у них не все в порядке внутри. И это говорит о том, что грязня продолжается, и мы желаем удачи обеим сторонам в этом гадюшнике.
Кадыров, муфти, Боас, Аслан. Понятно. Кем вы были при Ичкерии, говорит Саид 95. Со только триллер бием цахож ваше индийские цаховство. Мегерду. Дал муа все будет еще. Дал муа. Зачем сейчас врешь, говорит Хенни Грек? В каком месте, где, когда соврал? Салам словам, тик. Так, сколько вам лет? Мне 45. Иншалла, Ичкерия вернет Чечню. Да, Аллах. Очень грамотно размышляет. Приветствую тебя, Леонид. Приветствую. Ну, с вашей идеей вы должны быть там и высказывать свое мнение. Где, Александр? Там, в Чечне, ты имеешь в виду? Ну, ты предлагаешь мне пойти к людоедам в клетку и там высказывать свое мнение. Но я тебе скажу, это не самое приятное удовольствие и не самое безопасное занятие. Я с удовольствием выскажу вот этим людоедам, если они приедут сюда. Например, твой Путин и твой Кадыров с Пригожиным, если приедут, и ты можешь, вас четверых я уже готов с вами встретиться 1 против 4. Приезжайте, скажу, конечно. А так просто пойти и дать себя уничтожить стране, которая убивала свой же народ миллионами, расстреливала, казнила, ссылала и так далее. Мне кажется, это не очень не очень мудрый совет ты дал мне, Александр. Ты сам хоть веришь в то, что говоришь? Всеми просто чакрами своей души просто. Не просто верю, я убежден в этом. Приятно слушать умного человека. Спасибо, Лиля. Ассаламу алейкум вам из Германии. Ассаламу алейкум из Гамбурга. Ва алейкум ассалам, Кобра. Ва алейкум салам. Интересно, кто выиграет? Выиграет Украина и цивилизованный англосаксонский западный мир. Украина разбила всю регулярную армию профессионалов в России. Абсолютно верно, Игорь. И теперь русские, проиграв профессиональной армии, пытаются собрать любительскую армию, которую будут просто заваливать трупами. Просто будут заваливать трупами. Ичкерия восстановится в направлениях или есть алхиетон. Ваша. Жовар, что ты имеешь в виду мило направление? Что ты имеешь в виду? Можешь пояснить, что ты имеешь в виду? Зараз там нема с кем воевать и мобики. Аслан, ты во многом прав, ты умеешь и ведешь хорошую пропаганду. Где ты был во времена Ичкерии? В смысле, где я был? Когда времена Ичкерии ты имеешь в виду? Межвоенный период ты говоришь? Или военный период ты говоришь? Когда ты говоришь Ичкерию? Скажи мне, потому что я учился, работал. Расскажи, что ты имеешь в виду? А так я был молодым человеком и никакой должности никакой не занимал и занимать не мог просто. Хватит ума у них скинуть Путина. Нет, Надка, у них ума и духа не хватит. У них на это не хватит. Тому и такие теракты по Украине. Россия честно в бою не тянет Украину. Да, Саня, спасибо за подарки. Зачем нам Ичкерию возвращаться? Тоже не могли делить власть при Масхадове, говорит. В смысле, а кто должен был делить власть при Масхадове? Был президент законно избранный. Был Ахмад Кадыров, ваш Саид, которого ты сейчас поддерживаешь. И ты сейчас против Ичкерии. Который призывал убивать русских как можно больше. Забыл? Призывал выходить женщин, не слушаться своих мужчин и выходить на джихад и сражаться против. Объявлял джихад фашистской России, что делал правильно, на мой взгляд. Но потом как-то что-то произошло, и он этого президента Масхадова, который был его другом, предал и стал человеком Путина. Вот если эти вещи вас не смущают, то да, в Ичкерии все было плохо, а сейчас все идеально. Просто вы или сами пребываете в пропаганде,
Хотя я не думаю, что вы настолько клинические идиоты. Два слова написать ты ж можешь, даже на русском языке, на чужом тебе языке можешь написать. Поэтому да, я не думаю, что ты клинический идиот. Я думаю, что ты беспринципный, безнравственный, продажный человек, который готов за рубль, который тебе русские заплатят, сплясать им калинку. Вот что мне кажется. Не думаю, что ты дурак. Поэтому беспринципные, они у нас в чеченском обществе, как ты знаешь, и не ценятся. Не ценятся. Продажные твари у нас не ценятся, ты тоже это знаешь. Поэтому если Кадыров Ахмад стал продажной тварью, то ну, и ты его поддерживаешь. Ну, какие у тебя герои, такой и ты. Ваша, можно вопрос? Можно, конечно. Ичкерия восстановится Дичмюль управления Хализ Аль-Хиет Ваша. При Ичкерии тоже был беспредел и воры, говорит. Так, ассаламу алейкум. Получили ли вы угрозы в ваш адрес? Ва алейкум ассалам. Получал, конечно. И покушением и готовились. И киллер пришел, сам рассказал, что ему заказали меня убить. И еще были моменты. Конечно. Конечно. Все имеется на войне, как на войне, как говорится. Почему у вас за вами кафирские флаги, говорит Мухаммад. Мухаммад, это, не знаю, кафирские они или кефирские эти флаги. Но я тебе скажу, нету ни одного вот здесь повесить флага, не кафирского, ну, кроме нашего ичкерийского, который здесь висит, который оказывает сопротивление фашистской России. Вот не нашлись братья твои мусульмане, которых ты почему-то возносишь и несешь, ну, фашистские просто нарративы, которые враждуют с фашистской Россией. Вот как только я увижу, что какая-нибудь мусульманская страна враждует, как это делает, например, Литва и Латвия, которые объявили террористами России, спонсорами терроризма фашистскую Россию, я повешу этот флаг. Ну, к сожалению, Мухаммад, вот нету таких государств. Нету. Так, Андрей, спасибо тебе за правду. Пожалуйста, Андрей. Ассалам алейкум из Казахстана. Алейкум ассалам. Так. Как вы думаете, что будет с Россией? Россия развалится на несколько государств. Русские не вымрут все, поэтому бояться этого не нужно. Террористическая банда ФСБ будет подвергнута люстрации и осуждена, запрещена, как когда-то банда СС и так далее. Поэтому я очень на это рассчитываю и надеюсь, что в скорейшем времени это все произойдет. Будет суд над одиозными путинскими террористами за преступления в Украине, в Грузии, в Сирии и, конечно же, в нашей Чеченской Республике Ичкерия. Так, ассаламу алейкум, брат. Я всегда тебя смотрю, молодец. Ва алейкум салам, Сабир. Баркал, бюстик хильмасера, ночи да бюстик. Посмотрите, пожалуйста, сводки сегодняшнего дня. Украинская армия, это ложь. Армия украинская просто рвет фашистскую Россию. Скажите, пожалуйста, какая у вас профессия? Кем бы вы хотели стать в будущем или в настоящем? Вот у вас странные вопросы, как одинаковые появляются, что какую профессию, какую должность я хочу получить, хочу ли я стать президентом Чеченской Республики. Вот не знаю, можно подумать, что это случайность, но почему-то именно в определенный временной промежуток у вас много таких новых появляется, как сейчас я вот видел с ником 95, там, что вот вы заходите и так далее. По профессии я юрист, я бывший адвокат в прошлой жизни. Кем я буду, кем я стану? Ну, и у меня есть правозащитная организация, которая сейчас прошла регистрацию, и я буду заниматься правозащитной деятельностью. Дальше заниматься своей юридической практикой. Да, Алмулlah. А тебе хорошо из-за границы рассуждать? Ну, я не жалуюсь, Иван, все нормально, спасибо, что беспокоишься. Ахмата убрали как отработанный материал. Ну, наверное, да.
Салам алейкум, Аслан. Ва алейкум ассалам, Ичкерикян. Машвой. Привет из Франкфурта. Что вы курите, господин хороший? Не могу вам ничем обрадовать вас ничем. Добрый вечер, моя Украина. Дудаев был сердцем с Украиной. Спасибо за поддержку. Добрый вечер, витаю вас, Татка. Да, Джахар очень уважал Украину. Здравствуйте, Эладис. Так, я не поддерживаю ни Ичкери, ни Ахмата Кадырова, говорит. Да вы все так говорите. В Польшу прилетев Б-2 Спирит, тяжелый бомбардировальник, невидимка, Яки может закончить и войну. Война Украина выиграла, ребят, в этом можете вообще даже не сомневаться. Она выиграла ее не сегодня, когда уже там и наступление было, и отвоеванные территории были, и вкус победы почувствовали, и так далее, и профессиональная российская армия уничтожена. Она выиграла ее еще 24 февраля, когда русские террористы подумали, что украинцы настолько слабы, как им кажется, что мы культурные и так далее, они думают, что это какая-то слабость. Вот то же самое, была жестокая ошибка посчитать, что украинцы слабы. Очень была большая ошибка. Так, слава Украине, героям слава. Слава Украине, героям слава. Друзья, распространяйте ссылку, как вы, я вижу, делаете это. Подписывайтесь на мой канал и пишите ваши комментарии. Этот стрим я загружу к себе на YouTube канал Реалити. Потом сможете посмотреть, у кого есть будет желание. Хотя мне только 16 лет, хочу сказать свое мнение. Нет смысла этого разговора в эфире. Вы так никому... Так, 16 лет, тебе, я думаю, рано такие темы обсуждать. Ты можешь идти в другое место. Так, всем привет. Почему вы так уверены в победе Украины? А вы что, уверены в обратном, что ли? Я не могу понять. Так, Аслан, добрый вечер. Как вы считаете, приняли ОАЭ и Эр-Рияд сторону РФ в этом конфликте? Я не знаю, Майкл. Я знаю, что эти товарищи, если им помахать долларом, они готовы принять любую позу и любую сторону, извиняюсь. Салам алейкум, брат. Откуда у вас есть прогнозы? Из личного опыта и своих наблюдений, своего анализа. Ва алейкум ассалам. Украину победить. Садах солирюкво. Лирят сумак. Вай лирдат вай туларду. Вай тулам бохкар. Ва абаргуш. Шек дамаяло. Здравствуйте, вы слышали о проекте «Созидательное общество»? Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте, Седой. Нет, я не слышал. Так, ход без провокации. Так, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, Милана. Ассаламу алейкум, Заира. Алейкум салам. Ваша, не обижайтесь, это был вопрос. Просто мне интересно, может, я в будущем хочу работать адвоката Ил. Ну, ты еще маленькая. Аллах водуэль Украинен. Амин Макка. Да поможет Аллах Украине. Люди, вы реально в это верите? Конечно, конечно. А вот ты еще не веришь, Даша? Ищет по ним хирдон, ибо шиной. Да, очень хорошо заливает в уши, говорит Дашка. Ногами, руками, сердцем, мозгом, ушами, всем, что есть, я болею за Украину. Слава Украине. Героям слава, Макка. Молодец. Вот, смотрите, настоящая чеченская девушка всей душой за Украину. Это вот это подчеркивает, что она настоящая чеченка. Слава только Аллаху. Ну, а Украине и Ичкерии победить и свободы. Ну, слава мы не возносим Украину как Бога. Поэтому слава можно сказать на что угодно. И не обязательно это слово только лишь употреблять по отношению к Аллаху. Понимаете? Есть такое слово в языке у людей, да, слава. И не надо приплетать религию, пытаясь как-то подчеркнуть, что вы настолько религиозны, что более чем другие религиозные, или вы больше в этом разбираетесь. Милана, это не так. Не так. Это все пропаганда, да. Так. Мне кажется, что вы сами не верите в себя. Girl Че, 16 лет. Мне кажется, ты слишком
преувеличиваешь свои возможности, знания разбираться в людях. Понимаешь? Ну или нагло лжешь, что тебе 16. Так, это просто смешно. У человека ноль информации и еще прогнозы делать. Смешно было, как в тот день, когда ты родился. Ахмад не сила, Аллах сила, говорит раб Аллах. Так, дал мула, все будет очки, дал мула. Ты даже не воевал, что ты говоришь. А ты считаешь, нужно обязательно воевать с оружием в руках. А сейчас что я делаю в данный момент? Ты думаешь, нужно именно с автоматом бегать? КГБ, ФСБ, которым ты служишь, больше, чем пуль, боятся слов правды. Я делаю это, поверь мне, у меня неплохо получается, раз они везде меня запрещают, на территории фашистской России мой канал запрещают, везде они меня пытаются дискредитировать, днем и ночью они льют на меня грязь, вот таких, как ты, сюда засылают. А ты думаешь, обязательно нужно автомат в руки взять? Я так не считаю. Кто-то воюет с автоматом. В каждом государстве есть армия, есть юристы, есть правозащитники, есть журналисты. Каждый занимается своим делом и приносит пользу своему народу. И это не значит, что именно военные делают больше, чем, например, журналисты какие-нибудь. Если они оба нацелены на помощь своему государству, они оба ценны в этом деле. Как ты относишься к Америке? Я великолепно отношусь к Америке. Ассаламу алейкум с Казахстана. Ва алейкум ассалам. Эрна Ивашенко. Как приятно слушать слова умного человека. Спасибо, Эрна, рад вас видеть снова. Слава развалу с России. Героям слава, ангел. Если Рамзан скажет, ты не мужик, если не станешь передо мной, стал бы. Если Рамзан скажет, если не станешь, что ты сказал, will он ли он? Ты можешь научишься излагать свои мысли. Кто может сказать не мужик? Рамзан может сказать. Ну, и что он всем говорит это, и что теперь он кого-то делает мужиком или кого-то не делает. И вообще мужик это не про нас, ли он. Это про Рамзана, про Апти Алаудинова. Мы мужчины. Так, Україна підтримає вільну незалежну Ічкерию. Дуже дякую. Все будет Украина. Амин. По моим наблюдениям, чем больше человек выставляет свою религиозную на показ, тем гнилее человек. Михаил Изра, абсолютно с вами согласен. Я полностью, это единственное, что у него есть, и он этим прикрывается. Подчеркнутые мусульмане я их называю. Они везде подчеркивают, что они мусульмане. Если ты мусульманин, ты должен быть для себя. Это ты между тобой и Богом. Мусульманин, христианин, иудей не имеет значения. Это ты и Бог. Все, ты сам решаешь. А везде подчеркивать это. Другое дело, ты проповедник. Ты хочешь, ты знаешь эту религию, ты хочешь больше людям принести пользу, и ты ходишь и, как там свидетели Иеговы, там, распространяешь свое учение. Это другой разговор. А здесь люди даже не знают своей религии. Они читают на русском языке брошюрки, которые печатаются в Москве и в Татарстане, и в Дагестане. Все это Россия. На русском языке Россия печатает. Если Россия не захочет, ФСБ не захочет, ни одна бумага у них не выйдет там, да, открыто, тем более продаваться не будет. Они даже брошюрку не прочитают, но они уверенно рассказывают, что они такие большие специалисты и сами. Это абсолютное лицемерие, абсолютное невежество, которое мы лечим, пытаемся лечить. Но, знаете, научи дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Если человек не понимает, что он делает, для чего он молится, то этот человек никакой пользы ни для него самого, ни для окружающих. Что вы думаете о катастрофе в Смоленске в 2010? Там умер польский президент. Да, там умер не только Вене Видевицин, пришел, увидел, победил. Не только умер польский президент, там умерло около 100 человек высшего политического военного руководства Украины. Супруга президента Леха Качинского погибла вместе со своим мужем. Министр обороны и так далее, и так далее. Я абсолютно убежден, что это дело рук российских спецслужб. Это был террористический акт по убийству польского руководства.
Вы все знаете, куда они летели, да, на мемориальный вот этот комплекс в Смоленской области, где они должны были почтить польских офицеров. Вот их убили. Вот это просто, чтобы понимали, с кем мы имеем дело. Это очень такой показательный был пример. Смысла нет абсолютно тут что-то говорить или обещать. Вы можете только а время пока. Ассаламу алейкум, асан. Дал ал шуэл, ходел сидуэль, ва алейкум асан хамза, дейре скуэль, масуд Просто я КГБ. Ну, КГБ, муэцо. КГБ более грамотный бывает. Ты можешь быть только агентом КГБ или агентом агента КГБ. Представь, а агент КГБ это ноль у них, ноль. Это вот это под ногтей грязь у них, агент. А ты можешь быть этим агентом или агентом агент. Поэтому, Саид, у тебя все печально. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Ассалам, уважаемый, пишитесь. Витаю, Александр. Да, Александр, можете мне в личку написать? Можете написать? Я просто здесь после того, как проходит стрим, я не могу найти именно ваш комментарий. Вы считаете это истинный чеченец, когда произносит «Слава Украине»? Я считаю, конечно. Есть чеченцы, есть кадыровцы. Да, абсолютно точно. Как и во всех народах, Эрна. Абсолютно так. У всех есть предатели. Сани, спасибо за подарок. Аслан Ужаема, подпишитесь. Витаю, враг моего врага, мой друг. Иногда, да, американский ичкириец. Нет, я чеченский ичкириец. Аслан Ужаема, подпишитесь, слава Украине, героям слава. Кто за Ахмада, эти не мусульмане, их люди не читают весь в мире. За Ахмада Кадырова ты имеешь в виду, раб Аллаха, официал. Да, именно так. Тот, кто не за Ахмада, не надо сужать проблему. Все, кто за фашистскую Россию, любой человек, который называет себя мусульманином после этого, или христианином, или иудеем, я их всех выкидываю из религии, я вам такфир всем объявляю. И христианам, и иудеям, и мусульманам, которые называют себя сторонниками вот этой имперской фашистской России. Я вас всех вывожу из религии. Вы не являетесь ни христианами, ни мусульманами, ни иудеями. Все, уволены, Леон. Проект «Созидательное общество» предлагает... Так, это понятно. Аслан, так, ни одной смс не пропускаете. Как не пропускаю? Все пропускаю. Раск швой модей цашику йоч ишт американч дой дарвей. Даритиш. Вой раск шмодей ац американч цадая цавинок. Цутя عقدو قاتي أورين تصحداوين واتسر ومتى حربعي شرع شاشتمش بيش غاسق شوين تعدينا قديش يحتسخ إشت غاسق يحل أي بوشنا شوش غاسق تو أمريكان شي أوروني تا أمريكان شي تبيزن بوبوش ميشر بالتا شوني هندو تا شوني شي تبيزن بوبوش تا أبيسنيني يوش مشجي حل أي بوقش شو مصري دوك نوحشي قوم مشجي حل أي بيش دوك شو مشجي نكزات ببيز مشجي بريستوبنيك شو بوبوش عاش دوي شو كروش إشم تا شريش أولي هردين دينيت تانيس بوش Угар бюйол ласки, угар бюйол мижги ходинянча. Цануманти халуоккаш. Та шу иш дук, шу мостри дук, так ночи ком. Шаш дудетца уж мостри. Как вы думаете, когда восстанет Кавказ? Кавказ никогда и не успокаивался. Точнее, на Кавказе немного народов, точнее, почти нет народов, точнее, нет народов, которые восстали бы, кроме чеченского народа. Это уже последние 30 лет ясно показали, и последние 100 лет показали, это ясно. Поэтому никто не восстанет. Чеченцы находятся в постгеноцидном состоянии, мы находимся в заложниках, мы находимся в концлагере, и у нас нету сейчас возможности ни в военном, ни политическом, ни в информационном, ни в экономическом плане восстать. Поэтому никто не восстанет на Кавказе. Никто. По крайней мере, пока. Агент КГБ – это будущее содержимое черного пакета, я бы добавил, Милана. Слава Украине, привет с Миколаївщини, дякую. Дуже дякую, героям слава. Иншаллах, в войнах тоже рано или поздно освободятся. Да, Алмула. Вы достойный человек своего народа. Спасибо.
Ромуald Ланский, спасибо вам за подарки. Я думал, ФСБ это актуальная организация. КГБ был с советских времен. Да, ФСБ это и есть то же самое КГБ. Чтобы люди понимали, с кем имеют дело. Потому что, знаете, у этого КГБ, НКВД, ЧК, ВЧК там, и так далее, мы же все знаем название, такая особенность. Они совершают страшные преступления, а потом, как обанкротившаяся фирма, меняют название, те же люди остаются, та же структура, та же агентура, все это остается, но они меняют название, и якобы они уже ни при чем. Это такая излюбленная тема, и они за последние 100 лет уже раз 7-8 или 5-6 раз уже сменили свою вывеску. Было ФСК, до ФСБ, до этого КГБ и так далее. И поэтому, чтобы люди понимали, что речь идет о КГБ и ее тех же самых методах и той же системе, я всегда говорю КГБ, ФСБ, чтобы все понимали, о ком речь. А название можно, конечно, поменять. У вас гости воюют, примите, я вам обещаю нормально. Я вас в гости воюю, примите. Я вам обещаю нормально. Я не понял, Александр, пожалуйста, напиши по-русски. Я не совсем понял, что ты имеешь в виду. Так, дякую народу. Нас приняли же Америка, Германия, бежать некуда было, вспомните, да? Так, дагестанцы пытались. Цапалию вой дойшхен мел по барабанам дарху хаэхун церн. Хун цаха кадда яздеш шел. Хун цахума цаха он яздеш ашул. Один вопрос. Почему оставил Германия, она же их... Я не знаю, это не ко мне, Мака. Аслан, ассаламу алейкум, ва алейкум аслам. Так, Ваша, мы все с группой будем голосовать за тебя. Все с группой. А что вы думаете о Дагестане? Они не смогут подняться? Я не думаю, что они поднимутся. У вас есть другой аккаунт? Можете проверить. Я напишу на второй аккаунт. Видите, что я не могу написать. Окей, напишите тогда. Мне кажется, я очень резко так. Так, где же была эта Америка, когда нас в 2 войнах убивали? Она была Америка. Вы же халифат строили все. Пошли халифат строить. Вы знаете, что Америка после Первой русско-чеченской войны предложила включить Чеченскую республику в бюджет США. Вы знаете, что было 50 американцев, политиков, журналистов, там, очень состоятельных людей, много разных уважаемых людей, очень известные там фамилии есть, которые создали комитет «Мир в Чечне» или «За мир в Чечне», по-моему, так назывался. Там даже не 50, там больше, по-моему, было людей. Сенаторы, все там были. Много кто там был. И Аслан Масхадов сказал, нет, мы хотим, чтобы с Россией мы как-то договоримся, и в бюджет нас включать не надо. Аслан Масхадов так сказал. Но они сказали, хорошо тогда, занимайтесь сами своими делами. А Джохар Дудаев вел совсем другую политику, чем Аслан Масхадов. И я считаю, что это была ошибка Аслана Масхадова, которая стоила ему жизни, и сотни, тысячи чеченцев она стоила жизни, эта ошибка. И нужно делать правильный выбор, понимаешь, Адамов. Что думаете про Беларусь? Честно говоря, напрягает Лукаш. Я думаю, что со стороны Беларуси сейчас чмобики могут начать наступление. И со стороны России, и со стороны Беларуси, я так думаю, что может быть начаться такое вторжение. Я думаю, Украине было хорошо вообще пойти и взять Минск, если честно. Вы тоже за Украину, Америку? Это чисто истинные мусульмане. И я не думаю, что они мусульмане. Я абсолютно 100% за Америку и за Украину.
Они Макдональдс называют вкусной точка. Вот и армия не вторая, а мясо и точка надо называть. Hello from Wellington in New Zealand. Hello, Виктор, Wellington. Да. Что вы думаете о терактах в Бостоне? Я о братьях Цернаевых. Это были чеченцы? А к чему вы сейчас этот вопрос задаете? Да, конечно, это были братья Цернаевы, которых русские спецслужбы и Саид Амиров, мэр Махачкалы, старый агент ФСБ, его группа взяла в разработку старшего. Это мое наблюдение, мое личное расследование этого дела. За этим терактом стоят русские спецслужбы и лично Саид Амиров и его люди, которые этого Тамерлана Цернаева просто вынули ему черепную коробку и уложили туда вот этот свой ГБшный, ваххабистский вот этот вариант врагов ислама, и вы завербовали его и просто использовали его для своих нужд. За этим стояли никакие не исламские радикалы, а за этим стояли ФСБ России. Джохар Цернаев, я его считаю абсолютно невиновным парнем. Не то, что абсолютно невиновен в том смысле, в котором он совершил теракт и так далее. Конечно, он совершил теракт, он участвовал в этом. Но исходя из того, что как суд должен быть, разбирать дело объективно, непредвзято, учитывая все факты, в том числе и этнические, традиционные, которые присутствуют в чеченском обществе. Я считаю, что старший брат, который фактически стал инструментом в руках фашистских спецслужб добровольно, в отличие от него, младший брат Джохар Цернаев не был так виновен в этом во всем, потому что нужно знать чеченский менталитет. Чеченцу, брату младшему ничего не объясняет. Он говорит, ты мне нужен, вставай. И тот должен на смерть, если надо, встать и идти с ним на смерть. Вот так воспитываются чеченцы. Поэтому я думаю, Джохар не заслуживает смертной казни. Хотя Тамерлан, да, он погиб, и как полагается террористу. Но за этим стоят русские спецслужбы. За за убийством людей на спортивном вот этом мероприятии, марафоне бостонском, за ним стоят Саид Амиров и ФСБ, у ФСБ Дагестана за этим стоит. Ну, в целом и фашистская Россия, конечно же. Это еще объясняется тем, что сразу же после того, как началось расследование, как ФБР начало вести расследование, Саида Амирова, которого много лет не могли снять, столько его взрывали, убивали, там всякое разное с ним происходило, его быстро сняли, перевели в Лефорту, и все, и больше его не видно и не слышно, чтобы его не могли допросить ФБРовцы. И как раз именно до того, как он поехал, Цернаев, Тамерлан поехал в Америку совершать вернее, вернулся в Америку обратно, чтобы совершить этот ужасный террористический акт, он был в Дагестане. У него мама дагестанка, у этих братьев, и они никогда не были в Чечне, они не родились в Чечне, они родились где-то в Средней Азии, и в Чечне они бывали, они приезжали в Дагестан к своим родственникам по матери, и там их поймали, и вот этого Тамерлана. Джохар никогда там не был. И вот они его так завербовали и использовали. Это они умеют. Вот через свои дагестанские родственные связи там и так далее, и так далее. Там большая была, я думаю, операция. И вот за этим стоят русские террористы. Ассаламу алейкум, мой брат, мой кавказский брат. Ва алейкум ассалам, Рики. Рикет. Давал много думаешь, шейтан пан бюта. Так, это Ила Кучура. Красавчик Асан, дуже дякую. Ваша можно еще раз. А почему у вас флаги еще США? Вы за них? Да, елчи, да. Так. Рикет, нет, я не очень хорошо говорю. Können Sie Deutsch? Nein, bisschen Deutsch. Джохар Дудая, Шамиль Басаев, почему Россия читает террористам? Кадыровцы забыли, за что умирали предки?
Аслан, вы семейный? Извините за вопрос. А, Что вы... Это неприличный вопрос. Да ты прям Колумб расследовал он. Да, Эверест 95. Вот еще один к нам. ГБшный зашел с 95-м, да. Как говорит судный день, люди встанут с теми, кого любили. Так, а ты с кем станешь? А? Анонимус. Да, станут с Ахматом, станут. Вы еще интернет читаете. Вы все это из интернета читаете? Так. Чеченцы за справедливость. Да, ассалам алейкум. Я еврей из Израиля, родился в Дагестане. Ва алейкум ассалам, Амирам. Витаю тебя. Вы откуда? Так. Так, друзья. Салам маршал Ницер. Ва алейкум салам. Дели салам маршал Тами. Маршал. Так, друзья. Кстати говоря, да, Макка с Доном станут, точно. Все вот эти, кто здесь в Европе находится, вот эти подхолопные, которые тут мне разные пишут, имейте в виду, вас будут вычислять, выявлять и депортировать обратно в фашистскую Россию. Те, кто подхолопные, прорусские товарищи, которые тут мне пишут, вас будут вычислять. Это не говорите, что я вас не предупреждал. Что такое «витаю»? Это по-чеченски? Да, это новое чеченское слово, да. Аллах машал аль-маса. Ванга миллиар хаваша. Ванга Умбара. Купила украинский флаг и повесила. Отлично. Вы где живете, если можно? Я в данный момент живу в городе Гамбурге, Германия. Россию изолируют, якщо не скинут Путина. Они скинут Путина, это не проблема. Они готовы вам и Крым, и Донбасс, и все вернуть, и восстановить все разрушенное. Просто на этом они не успокоятся. И это просто понимает украинское руководство, что они по-любому вернутся. Новое чеченское слово. Да, Михаил, да. Враг моего врага мой друг. Да, чаще всего да. Удинак бор бубара. Сицер эфир. Так, Америк хунд есть ол ахцу дух бусал. Да, да, бусал. Хаук бусал. Кудяш ашва, да, лечен. بوسل برشو دیل دلشانه شاش بوسل بدلا اره دولی تا دیش و قام متأمت دعوش دقیش دویش خلق دیش مدو هور دینا دویش مدو واخوشی بوسل باش الج بوسل دعلتشن ما ایه بوسل نه سگتش ولا كومنتاري ازين شو وان دعويش والله اره ولا تا دیه وشا افلاك سشا بين ملبو داتو انا وينك يستا يحقن خلتسر إهدو حريك خاتت حريك سجهتت عبال قاچت أس إيجيم إلن حيجيش ديلا مغيل قوش قبير قال وحين يقنق دعتي وان مسانا جيتا جويش عشتي فيرشيش ناغنش ونوتشي إيشكيري وبابوليزيرو وتيش وآريالت اشتسن يقسس يوليو دوي اشتعموتا شو совет в этом درش. Аслан, как быть полезным молодежи, чтобы вам в будущем была поддержка? Что нам больше всего необходимо? Во-первых, нам нужно просвещаться, получать образование. Вам всем нужно. Это ваша страна. Вы будете управлять этой страной. Будущее чеченской молодежи – это ваша страна. Никакие вот эти Закаевы, Кадыровы и там с той стороны никто не будет. Вы сами будете управлять своей судьбой, своей страной. В ближайшее время мы ее сейчас деоккупируем, выберем себе президента, парламента, установим все ветви власти и будем жить. Вам нужно юридическое образование, не только российское, а именно западное юридическое образование, журналистское образование нужно, нужно экономическое образование и, конечно, повышать свое знание в языках, уровень своих языков. Это очень важно, очень. Поэтому и надо выходить, не надо сидеть, не надо
боятся, что там что-то сделают. Это все специально. Страх – это то, чем ФСБ управляет нами. Они нас пытаются этим запугать, этим нас контролировать. Они не могут нас запугать. Мы чеченцы, мы ничего не боимся. Мы должны, и молодежь должна выходить и говорить, и разбираться, самим вникать во все эти проблемы и разбираться. Поэтому как-то так. Терем ду тегзис, терем ду депортирует, хундир ду байгара, суер депорт, макуири. Так, за сколько готов продать свою родину, говорит А.Л. Ну, если бы я готов был продать родину, я бы остался в фашистской России. Там как раз Россия очень неплохо платит продажникам родины. Кстати, и предложения участвовать в их еще в самом начале их продажности поступали. И неоднократно. Я отказался. Поэтому ты по себе не суди. Ты по себе не суди. Ты, видимо, уже продался и пишешь мне здесь гадости за 30 серебряников. А я родину не продаю. А что про Азербайджан думаете? Отличная страна, думаю. Какие четкие советы. Им дудё. Им ду. Вот правильно ты говоришь, Аслам. Про Амину Гериханову скажи, призови этих бусул. Да. За кого берутся, там просто бардак. Давай полбются Хосан Кестна. إكلياتش بوش قبل دردات آيات خا مجردو ها ميشروي ها هو غلق دولشي ها حين حوال سجوي جو لدرنا دوشو مشكشن دوخا دلا أقتو هركمين تاريش يازيش سوش провоцировать وش سونم تقول دعما دوي أسشون تير دعما لوي شو شيكا بيك ويش مواتي абсолютно شون تير دادل проблеме уж مواتي سو просто аш дюча Тем уводитеш, усал милдол, бешнее дочь доломшта. И муаттабаца, бючполч, усал хуршу муат. Так сразу дойшу, милюшду мичер дойш, тхосиур тари цуауше направление. Цухосиур тардаца, котур тардала. Штатер хуркшу и муаттабац, шей. Адаме гилк доц муат. Буй. Но ова и гилкшун амирду. Трагалт дарис бадедич, тра президентши, тра эдали, галч дариш. نوحشي دو روشن تيتا عندي روشن اشتا زولم تخليت برداك يرغاس قد إغوحتن برداسا هنت قيادة تخوا تخينا أو تدينك دوي أصلا مسخا دوس قيشارة تدينك تنغا دوق زولم ديلر ويقومن تن ديلا غاس قشان دوق ديل دو سوق دوي ملغا أو شو حجي تريات نوحشي چوا دوي غاسقشن دوخ دل دو غاسقشن انت عم كليل شي تعم شي يسقش شي ماتا ده شي دوخ دلوش شو ايش بيبيتم تبي زري بعديج حج تريات اوخشو دوي حج русизм аж поддержать не русизм из-за нацистской идеологии сан таймахка о запретить тирю цу нацизм цу русизман поддержки наш дуй шу сандеш Ога шуна отдельно дудаясь дитя паспорт цагарцу и шундить мож паспорт слурду шунош гражданство йоц паспорт ду еще кажется сишхёч президент хажа парламент хажа и что ахошер ду шу архив КГБ шеш гуча яган шу мой фамилия отдельно сайта ин цути датёран и что дадозитер ду шу шуна нохчих амма бадидичо атхиатишн شو خارتات قومش تستلا شو حلقة ويتا مزلك وشاي بوشيش تتنقع ولي تبرداتلش تبدون شو لرقوي إيش نكزات سبيش إيش تهي وين يقع عاشيوش إشتا نوحش قريت ميج وقمان نقام دوي ويسقش مش شو ديش وأديتا تقامج وزدير أدمالي يوش قام دو إشتا دوتر قوي هنسا أدمال دعسيال ترويجر هنسا يترويجر أدمال قيتق توا شو سندل نادوي أو имош паспорт слуша, а преступник шбуй, як преступление шинеш, и жюпи узбеш амнистии сателчани крёх, но это не я буду решать. Жоп дюр до цундела
пока лака. Мети емеля, твоя неделя. Так. Америка, так. Ясно, молодежь будет строить свою страну. Да, Аллах рейс Масана Ульвана. Этому дуралею присвоили звание. Так, хо элвал, котери уштарнеган. Хуега дот дюнал дуце цейга. Он васюга худвинал ду. Сосу котери уштар. Так, дальше что? Аслан битая раск лейш. Раск шаргар мари банаш. Да ла хамза. Дага да олстальч. Витам цаутқар. Так, Аслан духхан нисни ичкери юя. Юхшара вайдал мула вайцахир духшан шейшек намадулиш. Вы замечательный, благородный человек. Привет, Запорожье, Украина. Привет, дуже дякую, Запорожье. Они забыли войну Украины. Так, вы будете выдавать эти паспорта и сразу за конъюнкт. А вот это первая претендентка, Ясмин. Да, ты на этот паспорт претендентка. И ненавидит безмерно, как любовь. Ну, может быть и так, ты он. Асландас, да он. Поделился, да. Так, вы будете выдавать. Они забыли войну Украины. Инна Аллах дауттарю ичкери, но он угар хало дох эл хит сун и. Сун он дох, со сай оман одеш волшу сам сай цане эрбэх кан юшор. Хамо вахиан, мишкшан ти хюч, короче, сун цаумштюч ашо. Зах, он ди дуи, дикбол, вы, муж паспорт редон, озадолш. Золотой был, 20, золотой паспорт РДВ. Путин 70, Кадыров 46. Будут ли вместе? Да, да. В аду будут они вместе обязательно. Так, как-то так, друзья. Так, Дион. Так, Дион. Да, я ждёт, так, эфир. Да, это больше Аллах, утулю амин, Аллах сирват, дал мула, дал мула, дал мула, дал мула. وشاو باسبورت نستولى بوبي شو خير موسى الله يالي чокачи эш бишкоджу я на том свете, да, на том, да, червона калина. Аду 100%, абсолютно, Энджи. Слава Аллаху. Так, друзья, я на этом свой стрим заканчиваю. Хорошо, давайте, вы можете этот стрим потом посмотреть. Масана Хуль Баркал. На YouTube канале Реалити. Подписывайтесь. Всего самого хорошего. Адикюэль Маш Ойл. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Всего самого хорошего, друзья. Ва алейкум ассалам.